Добрый день, геометрия 7-9 класс, автор Атанасян, задача 619. Решение представлено для сайта megabotan.ru. Биссектриса внешнего угла при вершине треугольника ABC пересекает прямую BC в точке D. Докажите, что отношение BD к AB равно отношению DC к AC. Треугольник ABC, внешний угол при вершине А. Это угол ЕАБ. Мы провели биссектрису этого угла, АД это биссектриса угла ЕАБ. Нам надо доказать, что BD относится к DC так, точнее BD относится к AB так, как DC относится к AC. Проведем еще высоту. Высоту из вершины А. Опустили перпендикуляр на противоположную сторону. И рассмотрим теперь треугольники. Это у нас первое. Это будет треугольник ADC и треугольник треугольник ADC, большой треугольник, который мы получили, и ADB. Найдем их площади. AH это у нас высота. В треугольнике ADC площадь этого треугольника ADC равна 1/2. DC это основание, AH это высота. Площадь треугольника ADB равна 1/2. Сторона BD на AH, потому что высота в том и в другом треугольнике у нас совпадает. Вершина А у них общая. Найдем их соотношение. Знаем, что если в двух треугольниках высоты совпадают, то их площади относятся как как стороны, которым проведены эти высоты. Проверим. 1/2 DC на AH, деленное на 1/2 BD на AH. Это у нас сокращается, это тоже и остается DC, отношение DC к BD. Это мы рассмотрели треугольник ADC и треугольник ADB. Теперь проведем еще две высоты. Проведем высоту из вершины D к стороне AC. Мы провели высоту, пусть это будет DF. И проведем еще высоту к стороне AB. Пусть это у нас будет точка M. И рассмотрим теперь треугольники. Второе. Треугольник FDA и треугольник ADM. Маленькие вот эти треугольники. Эти треугольники равны, потому что это у нас прямоугольные треугольники. DF и DM это высоты. Значит, они прямоугольные. Так как у нас по условию задачи AD это биссектриса, то угол EAD равен углу DAM. Тут лучше взять F, чтобы это была вершина треугольника. И еще AD, гипотенуза у них общая. Получается, что эти треугольники равны по острому углу и гипотенузе. Один из признаков равенства прямоугольных треугольников. Если треугольники равны, это означает, что DF и DM это равные стороны. Теперь рассмотрим площади этих треугольников. У нас получается, что площадь треугольника ADB, площадь треугольника ADB равна DM это высота, АБ это сторона, которой мы провели эту высоту. Значит, АБ умножено на DM.
Это у нас треугольник АДБ. Треугольник АБС. Точнее, здесь мы неправильно написали. Здесь АДС. АДС. И здесь тоже будет АДС. Треугольник АДС. Мы взяли как основание АС и провели высоту к ней, которая, мы видим, имеет точку на продолжении стороны АС. Высота или падает на сторону, или на продолжение стороны. Опять же, возьмем это соотношение АДС к АДБ. Площадь треугольника АДС относится к площади треугольника АДБ и подставим 1/2 АС на ДФ, 1/2 АБ на ДМ. 1/2 и 1/2 у нас сокращается. Мы доказали, что эти треугольники равны, прямоугольные треугольники, и сделали вывод, что DF и DM это разные стороны. Значит, DF и DM тоже можно сократить. И у нас остается вот такое отношение AC к AB. То есть соотношение ADC к ADB, площади этих треугольников равно DC к BD, и соотношение площади этих же треугольников, если находить с помощью других сторон и другой высоты, будет равно АС к АБ. Приравняем. У нас получается левые части равны, значит и правые части тоже будут равны. Получается, что DC деленное на BD равен АС деленное на АБ. Теперь вернемся к условию. Как мы видим, у нас немножко другое соотношение. Нам надо получить АБ АБ и АС должны быть у нас в знаменателях. Пользуясь свойством пропорции, мы можем в пропорции или перемножить крест-накрест, или поменять тоже крест-накрест знаменатель и числитель местами. Поменяем АС и БД местами. Тогда мы получим DC деленное на АС. Это то же самое, что и БД деленное на АБ. А теперь мы получили вот точно такой же вид. Равенство можно менять местами, от этого у нас ничего не меняется. Что и требовалось доказать. БД относится к АБ так, как DC относится к АС.